Колониальная политика царской России, национально-освободительная борьба кыргызского народа. Первый вопрос. Колониальная политика царизма. Второй. Национально-освободительная борьба кыргызского народа. Рассмотрим первый вопрос. Система управления. На вновь присоединенных территориях Россия планомерно насаждала свою политическую систему управления. В Северном Кыргызстане эта реформа была начата тотчас после присоединения к России, то есть уже в 60-е годы XIX столетия. Кыргызские роды, признавшие протекторат России, были определены в округ Алато Семипалатинской области, подчиненной Западно-Сибирскому генерал-губернаторству. В феврале 1865 года была образована Туркестанская область. Обширная территория, включающая в себя земли от Аральского моря до озера Иссык-Куль. В нее вошли долины Таласа, Китмен-Тюбе, Чуя, Иссык-Куля, а позднее и центрального Тенир-Тоо. Первым военным губернатором Туркестана стал генерал Черняев, осуществлявший военную и гражданскую власть. В 1867 году область была преобразована в Туркестанское генерал-губернаторство, разделенное на две области – Сырдарьинскую, административный центр Ташкент, и Семиреченскую, административный центр Верны. Области делились на уезды. В свою очередь, уезды делились на волости, которым подчинялись аилы. Волости насчитывали 2-3 тысячи дворов, аилы – 1-2 сотни. Главы волостей, болуши, избирались на волостных съездах, а главы аилов, старшины, выбирались на аильных сходках. Наместником новой области стал Татар Скобелев. Начиная с 1886 года вступило в силу положение об управлении Туркестанским краем, и Туркестанское генерал-губернаторство было переименовано в Туркестанский край, в который вошли Самаркандская, Сырдарьинская и Ферганская области. Семиреченскую область в 1882 году включили в Степное генерал-губернаторство, а затем в 1899 она была вновь подчинена Туркестанскому краю. В результате административно-территориальных преобразований, проведенных царским правительством, земли кыргызов были распределены по различным уездам – Токмокскому, Иссык-Кульскому, Аулие-Атинскому, Наманганскому, Маргаланскому, Каканскому, Хадженскому и другим, которые в свою очередь входили в Сырдарьинскую, Семиреченскую, Самаркандскую, Ферганскую области. Население Кыргызстана занимало территории 73 волостей и непосредственно управлялось избираемыми на 3 года волостными и старшинами. Управление имело полувоенный характер. Во главе областей и уездов стояли царские офицеры, участковые приставы. Под их надзором местные баи и манапы избирались в старшины и волостные. Со временем военные губернаторы были наделены правом по своему усмотрению проводить выборы или единолично назначать волостных и старшин. Волостные следили за неукоснительным исполнением распоряжений царских чиновников, своевременным сбором налогов и податей. Старосты подчинялись волостным и выполняли их указания. В осуществлении местного управления принимали участие аксакалы аилов, беи и кхазы. Значительные преступления рассматривали и выносили по ним решения уездные и военные суды. Мелкие уголовные дела решались согласно обычаям и шариату биями и кхазы. Административно-территориальное разделение Кыргызстана, несомненно, преследовало цели укрепления колониальной власти царизма, но вместе с тем принесло кыргызскому народу ряд новшеств. Например, постепенно стали утрачиваться вековые традиции родовых взаимоотношений и связанная с этим зависимость населения от родовой верхушки. С введением выборности в управление был разрушен институт наследственной преемственности власти, ранее осуществляемый исключительно биями-манапами. Управление, проводимое по российским законам, поставило заслон неорганизованности и произволу как верхних, так и местных эшелонов традиционной власти. Аграрная политика царского правительства. Колонизаторская политика царского правительства в Кыргызстане особенно ярко проявлялась при решении земельного вопроса. Едва Кыргызстан был присоединен к России, как началось непрерывное переселение русских крестьян на его территорию. Для землеустройства переселенцев создавались специальные управления, проводились исследовательские работы. Царские власти определяли переселившихся русских и украинцев на самые удобные для земледелия угодья, низины и лощины, близ водяных источников и проездных путей, отнимая их у местного населения. При наделении земель переселенцев интересы кыргызов совершенно не учитывались. К примеру, образованные в Семиреченской области 36 русско-украинских поселений, насчитывавших 2500 дворов, располагались в основном вдоль Сары-Узен-Чуя и вокруг озера Иссык-Куль. Царское правительство целенаправленно стремилось создать в этих регионах из слоя зажиточных крестьян прочную опору для своей власти.
С этой целью каждому крестьянину-переселенцу первоначально выделялось по 30 десятин земли. Он освобождался от налогов сроком на 15 лет и воинской повинности. Кроме того, переселенцам предоставлялась безвозвратная денежная ссуда. Особый размах крестьянское переселение приобрело в 90-е годы. Толчком к этому послужил и разразившийся в 1892 году и в 1898 голод в центральных областях России. Только в Пишпехском и Прижевальских уездах в 1896 году появилось 26 русских сел, а количество переселенцев по сравнению с 80-ми годами увеличилось в 2 раза. В конце XIX века русские крестьяне появились и в Южном Кыргызстане. Первые русские поселения здесь были основаны в 1893 году в Волжском и Покровском уездах. Отторжение земли у кыргызов получило особенный размах после Столыпинской аграрной реформы. В 1906 году в Туркестанском регионе в общем было 77 тысяч крестьян-переселенцев, из них 40 тысяч осело в Семиреченской области, в Ферганской – 27 тысяч. Таким образом, 83% переселенцев укоренилось на землях казахов и кыргызов. Например, только в 1907 году в Семиреченской области 289 тысяч десятин плодородной земли было выделено для крестьян-переселенцев. Уже к 1914 году в этой области местное население лишилось более 4 миллионов десятин земли. Кроме того, в Ферганской области было намечено отобрать у кыргызов еще 762 тысячи десятин пригодных для земледелия территорий. Чтобы узаконить аннексию земель у местного населения, царское правительство в 1891 году утвердило специальное так называемое «степное уложение», согласно которому все земли, на которых жили и кочевали кыргызы, надлежало считать государственными. Более того, этот документ предусматривал право изъятия не только пахотных земель, но и пастбищ в любое нужное время. В результате всего этого страдало местное население, особенно бедняки, живущие за счет земледелия. Кыргызов джатакчи, перебивающихся на мизерных участках, лишали вместе с землей зимовий и крыши над головой, вытесняли на безводные такыры. С присоединением Кыргызстана к России намечается стойкая тенденция к увеличению числа его жителей. По всероссийской переписи населения 1897 года в новых административных границах Кыргызстана проживало 663 тысячи человек. По сравнению с 1865 годом это было на 116 тысяч человек больше, прирост составил 21,2%. Население Кыргызстана увеличилось в первую очередь за счет естественного прироста и, конечно, из-за наплыва переселенцев из губерний европейской части России и Западной Сибири. Кроме того, в Кыргызстан, спасаясь от преследования, перешли часть уйгурских и дунганских повстанцев из подвластного Китая Восточного Туркестана. Количество перекочевавших дунган приближалось к 8 тысячам человек. В 1913 году число жителей Кыргызстана достигло 864 тысяч. По сравнению с 1897 годом оно увеличилось на 30%. Экономическое положение скотоводства. Животноводство составляло основу экономики Кыргызстана, и после присоединения к России в Пишпехском уезде 84,9%, в Каракольском 80,7% местного населения занимались кочевым скотоводством. На юге Кыргызстана этот показатель был несколько ниже. Например, в Волжском и Каканских уездах кочевой и полукочевой образ жизни вело 65% местного кыргызского населения. Кыргызы содержали овец, коз, лошадей, коров, яков и верблюдов. Баи, имевшие более 1000 животных, составляли примерно 5-10% местного населения. Животноводство традиционно имело экстенсивный характер. Из-за недостаточной производственных сил и несовершенствования орудий труда фураж на зиму не заготавливали. В затяжные зимы происходил массовый падеж скота от джута. Колониальная политика царизма превратила Кыргызстан в российский рынок сбыта промышленных товаров и источник дешевого производственного сырья. Животноводческая отрасль активно втягивалась в торговые отношения. Например, 91% реализованного в Пишпехском и Прижевальских уездах скота было произведено в кыргызских хозяйствах. В общем, по этим двум уездам товарная часть скота составляла 55%. Если во второй половине XIX века продажа живого поголовья на товарных рынках Северного Кыргызстана имела превалирующее значение, то в начале XX века акцент стал делаться на поставку кожи и шерсти. В конце XIX – начала XX веков в хозяйствах кыргызов поголовье лошадей перестало занимать главенствующее положение. На первое место выдвинулись овцы и козы. После мелкого рогатого скота по значимости шли лошади, коровы, верблюды, яки и так далее. В начале 1916 года в Кыргызстане было 2,5 миллиона овец и коз, 708 тысяч лошадей, 519 тысяч крупного рогатого скота и 27 тысяч свиней.
Подавляющая часть скота принадлежала феодалам. К примеру, в Пешпекском и Прижевальских уездах в 1913 году из-за всего поголовья беднякам принадлежало 11%, среднякам 55,5%, баям-анапам 33,5%. В результате межнациональных контактов и влияния пришлых крестьян стало практиковаться загонное содержание животных, заготовка кормов на зиму, ветеринарное лечение, начинались работы по улучшению пород скота. В 1913 году в Кыргызстане действовало 8 ветеринарных участков, где работали 6 фельдшеров и 6 санитаров. Налоговая политика царизма. Кыргызы после вхождения в подданство русского государства некоторое время выплачивали царским властям такие же налоги, как и Каканскому ханству. Позднее, в соответствии с местными условиями, были выбраны новые механизмы налогообложения. Согласно принятым нормам, занимающиеся кочевым скотоводством кыргызы выплачивали с каждой юрты 2 рубля 75 копеек налога. Так как земля считалась государственным достоянием, за каждую выпасываемую овцу необходимо было платить 3 копейки, за лошадь 30, верблюда 50 копеек налога. С 1882 года ставка налога повышалась и во время Первой мировой войны достигла 15 рублей. Оседлое население облагалось 2 видами налога. С зерновых площадей взимался харадж, садовых и овощных – танап. Харадж составлял 1/10 урожая и выплачивался натурой. В 1888 году порядок взимания танапа был немного изменен. Этот вид налога стал называться оброком и должен был выплачиваться со всей пахотной земли, независимо, возделывалась ли она или нет. Такой способ налогообложения приносил царскому правительству большую выгоду, усугублял и без того тяжелое положение простого народа, усиливал процесс обнищания. Помимо установленных царским правительством налогов, местные баям-анапы, опираясь на традиционно патриархально-феодальное право, взимали с простых людей дополнительные подати и поборы. За выпас скота чөп-өс, для чествования манапов чыгым, натуры со скота и зерна джурт-чулук, на прокорм союш, за прогон скота через свою территорию туяк-пул, на свадьбы и поминки кошучма. Служители религии имели свою систему податей. Бздоимство местных чиновников стало обыденным явлением. Разорение простого народа в результате колонизаторской политики царизма, непосильный гнет местных баев и манапов вызывали справедливое недовольство и гнев. Земледелие. Под влиянием богатого земледельческого опыта переселившихся в Кыргызстан русских, украинцев, уйгуров, дунган и представителей других народов, кыргызы во многом изменили свои традиционные методы возделывания земли. Среди кыргызов появился слой населения, занимающийся земледельческим крестьянским трудом на постоянной основе. Это были в большинстве своем бедняки и малоимущие джатакчи. Диххане-кыргызы выращивали пшеницу, ячмень, проса, овес и другие зерновые, занимались огородничеством. На юге Кыргызстана предпочтение отдавали хлопку, табаку, рису, фруктам и овощам. С введением капиталистических рыночных отношений в некоторых районах Кыргызстана дыххане-кыргызы стали выращивать сельхозкультуры не только для своих потребностей, но и на продажу. Получило развитие пчеловодства. Естественно, товарное производство сельскохозяйственной продукции и ее реализация были лучше развиты у русских, украинских, дунганских крестьян. Но начавшийся процесс капитализации продолжал развиваться. На юге Кыргызстана начали производить в качестве товара такую важную продукцию, как хлопок. В областях Нойгут-Кыпчак, Найман, Багыш, Баястан, Акбура, Ноокат зерновые стали выращивать специально для продажи. Начиная со второй половины XIX века кыргызы постепенно стали переходить к оседлому образу жизни. Особенно наглядно это проявилось в Ферганской долине. К 1917 году из 362 тысяч кыргызов в Ферганской области 206 тысяч вели оседлый или полуоседлый образ жизни. Что касается северной части Кыргызстана, то в начале 20 века там было всего около 70 кыргызских кишлаков. Русских же и украинских сел было более 100. Помимо этого имелось 5 немецких и 3 дунганских поселения. Переселившиеся крестьяне перенимали у местного населения специфические приемы поливного земледелия, прокладки каналов и арыков, использования горных пастбищ. В хозяйствах баев и кулаков железные плуги, бороны, стальные косы становились обыденным явлением. В 1913 году в Кыргызстане насчитывалось 24 тысячи конных плугов, 172 тысячи сох, 90 тысяч железных и деревянных борон, 16 сеялок, 189 сенокосилок и 4479 зерновых молотилок. Однако, несмотря на появление техники, ее количество было недостаточным, и земледелие велось в основном ручным способом. В 1913 году зерновые были собраны с 55 тысяч гектаров, то есть с 87% всей возделываемой площади. Однако урожайность составила всего 7,8 центнеров с гектара.
На 30% площади выращены кормовые культуры, на 5% технические. Всего по Кыргызстану было собрано 436 тысяч тонн зерновых, картофеля 19 тысяч тонн, хлопка 28 тысяч тонн. С ростом потребностей в хлопке отводимые под него площади непрерывно увеличивались. Например, хлопковые поля в Волжском уезде с 1889 по 1913 года выросли в 10 раз. В Кыргызстане в 1914 году было 434 тысячи гектаров поливных земель, которые дробились на мелкие участки, обрабатываемые вручную. На этих наделах самым примитивным способом возделывались зерновые культуры и клевер. Хлопок выращивался на 22 тысяч гектаров, картофель и овощи на 14 тысяч гектарах. Инженерных сооружений в орошаемой системе не было. Сельское хозяйство, осуществляемое простым ручным трудом, постепенно переходило на мелкотоварное производство. Промышленность. В конце 19-го, начало 20-х веков в Кыргызстане начала формироваться промышленность. Широко применялась домашняя переработка продукции с животноводства и земледелия. Если раньше сельское хозяйство ориентировалось на удовлетворение потребностей собственных производителей, то с течением времени упор стал делаться на товарное производство и переработку. В конце 19 века наряду с мелкотоварным кустарным производством в небольших городах наметился рост малых индивидуально-капиталистических перерабатывающих предприятий. Принадлежали они в основном русским, украинским, узбекским купцам. В некоторых случаях на мельницах и мелких маслобойнях хозяевами становились и кыргызы. В начале 90-х годов XIX века на юге Кыргызстана началось интенсивное исследование и разработка залежей угля и нефти. С 1898 года в Кызылкие, родоначальнице горно-рудной промышленности Кыргызстана, разрабатывались каменно-угольные пласты. Залежи угля и нефти были обнаружены и в других регионах, где велось их постепенное освоение. Вместе с тем, отсутствие значительных производственных сил, тяжелые условия труда, мизерная плата препятствовали широкому развитию этой отрасли. На современной территории Кыргызстана в 1913 году функционировало более 30 предприятий фабрично-заводского типа. По подсчетам исследователей, за 30 лет число таких предприятий, включая мелкие предприятия, имевшие по 2-3 наемных рабочих, возросло со 165 до 569. Однако в целом промышленность Кыргызстана находилась в зачаточном состоянии. Доля промышленной продукции составляла около 5% всей производственной обществом продукции. В промышленном производстве было занято всего 0,3% населения. Развитие промышленности имело колониальный характер. Было нацелено в основном на переработку сельскохозяйственной продукции, заготовку сырья, в лучшем случае ограничивалось разработкой полезных ископаемых. Военно-административные центры, основанные в окрестностях или на месте бывших хаканских крепостей, со временем выросли в настоящие города, такие как Токмок, Пишпек, Каракол. Эти города в соответствующих регионах выполняли роль политических, культурных, промышленных и торговых центров и имели стойкую тенденцию к росту. В Южном Кыргызстане быстро развивались города Ош, Узген и Джалалабад. Самый крупный в Чуйской долине город Пишпек к концу XIX века насчитывал 6,6 тысяч жителей. Таким образом, бурное развитие капитализма в России в конце XIX века превратило Кыргызстан в плацдарм для переселения избытка крестьянского населения, источник дешевого сырья для русской промышленности и рынок сбыта промышленных товаров. В соответствии с образовавшимися производственными отношениями, кыргызы постепенно начали приспосабливаться к товарно-денежной системе насаждаемого извне капитализма. Все это создавало условия для расшатывания вечновековых основ натурального хозяйства. Однако новации в промышленном производстве, товарно-денежные отношения к тому времени еще не могли охватить все слои кыргызского народа. Социальный состав населения. Экономические преобразования, связанные с присоединением Кыргызстана к России, внесли изменения и в социальный строй кыргызского народа. По занимаемому в обществе месту и по отношению к средствам производства кыргызы делились на две неравные социальные группы – феодалов, баи-манапы, и бухара – трудовая часть населения. Крупные баи-манапы, как опора колониальных властей, привлекались в русскую администрацию и назначались на должности волостных старшин-биев. За заслуги перед царизмом правительство присваивало манапам военные чины, жаловало различными наградами. В эксплуатационный класс входили также бии, различные чиновники и муллы. Большим толчком к развитию экономики послужило открытие почты, телефона, телеграфа. Увеличение разнообразия и количества транспортных средств, а вместе с тем расширение дорожного строительства благоприятствовали развитию взаимосвязи Кыргызстана с другими регионами и росту торговли. В начале 20 века торговые отношения складывались из трех видов – обмена, ярмарки и постоянной купли-продажи. Из местного населения и пришлых предпринимателей начал постепенно выделяться слой торговой буржуазии.
Перед Первой мировой войной из 2118 торговцев Пишпекского и Прижевальского уездов, не считая челночных купцов, 36,3% составляли кыргызы. С развитием промышленности в Кыргызстане сформировался, хотя и не в большом количестве, рабочий класс. Его ряды постоянно пополнялись переселенцами и разорившимися местными ремесленниками. Наиболее квалифицированную часть рабочих составляли выходцы из центральных районов России. Так как производство в основном имело кустарный и полукустарный характер, рабочие были разобщены и слабо организованы. Много предприятий имело всего от 1 до 5 рабочих. На считавшихся крупными предприятиях работало от 16 до 40 человек. В 1913 году на кустарном производстве было занято 12,5 тысяч рабочих, а на предприятиях фабрично-заводского типа – 2000. Всего на промышленных предприятиях Кыргызстана в 1913 году работало 2545 наемных рабочих. В последующие годы число рабочих крупных предприятий заметно выросло. К примеру, в 1917 году на угольных месторождениях Кызылкии работало 1200 профессиональных рабочих, Сулюкты – 1070, а на строительстве Чуйской растительной системы – 200. В целом число занятых в промышленности рабочих достигло 10 тысяч. Сверх этого около 20 тысяч рабочих батраков трудились в сельском хозяйстве. В большинстве своем это была обнищавшая часть местного населения, батрачившая на кулаков и баев-манапов. Таким образом, в 1917 году в Кыргызстане было около 30 тысяч представителей рабочего класса. Основу трудового населения составляли так называемые кара-букара, простолюдины. Это был бедный слой народа, имевший от силы 1-2 головы мелкого рогатого скота, корову или лошадь. Бедняки делились на ряд социальных групп: жакыры неимущие, жалчи-батраки, жатакчи безлошадные, малаи наемные рабочие, мардыкеры-паденщики, чайрыкеры, издольщики и тому подобное. На юге Кыргызстана, в районах с развитым земледелием, малоземельные или безземельные дихкани становились чайрыкерами. Они брали у богачей в аренду землю, семена, рабочую скотину, сельскохозяйственный инвентарь, а осенью обязаны были отдать за это большую часть урожая. Мардыкеры же нанимались к земледельцам в сельскохозяйственный сезон. Часть населения, занимающаяся скотоводством, делилась на состоятельных, зажиточных и середняков. Они составили костяк кыргызского народа. В целом, в 1917 году крестьянских и животноводческих хозяйств было бедных 65%, средних 26%, богатых 9%. Таким образом, одним из результатов царской политики в Кыргызстане явилось начало формирования капиталистических отношений, углубилось социальное расслоение населения Кыргызстана. В социально-экономической жизни горных регионов, наряду с издержками колониального режима, стали намечаться элементы прогрессивных преобразований. Второй вопрос. Национально-освободительная борьба кыргызского народа. Андижанское восстание вошло в историю как самое крупное народное движение конца XIX века в Средней Азии. Основными причинами восстания послужили колониальная политика царизма, усиление социального и национального гнета, произвол, насаждаемый русской администрацией в отношении местного населения. В восстании участвовали представители кыргызской, узбекской, таджикской национальностей, различные социальные слои населения. Закономерно, что это восстание было возглавлено служителями религии с ортодоксальными лозунгами и призывами. Основная часть населения этого региона на протяжении веков исповедовала ислам, который глубоко внедрился в сознание народа. Все участники восстания причисляли себя к мусульманам, поэтому нет никаких оснований рассматривать восстание как реакционное движение. Восстание было направлено на защиту интересов и чаяний основной массы населения. Оно носило национально-освободительный характер. Андижанское восстание вспыхнуло в мае 1898 года. 17 мая под вечер в кишлаке Таджик собралось около 200 узбеков и кыргызов. Возглавил их ишан этого селения Мадали Дукчи. Идейным руководителем этого восстания был Зайдин Максымулу. Восставшие двинулись к Андижану, перерезая на пути телеграфные провода, соединявшие город с округами. К ним присоединились жители кишлаков Кучту, Каракоргон и другие. Вскоре число восставших достигло 2000 человек. Около 3 часов ночи повстанцы вошли в Андижан и напали на лагерь 20-го туркестанского линейного батальона, где располагалось 2 роты. Но силы были неравными. Вооруженными палками и серпами толпа была рассеяна хорошо подготовленными и вооруженными русскими войсками. В ожесточенном сражении было убито свыше 20 царских солдат и офицеров, но и повстанцы понесли большие потери. Перейдя Карадарью, они отошли к Хакимабаду.
В селе Чербак, расположенном в 90 верстах от Андижана, предводитель повстанцев Мадали был взят в плен и 12 июня 1898 года повешен. Однако восстание не утихло и распространилось в Ферганскую долину. Активное участие в нем приняло население Андижанского, Маргаланского, Орского и Наманганского уездов. Для подавления восстания использовались многочисленные специальные отряды всего Туркестанского военного округа. Было арестовано 777 человек, 415 привлечены к судебной ответственности, повешено 18 человек. 362 приговоренным смертную казнь заменили длительными сроками каторги. Несмотря на поражение, это восстание было первым проявлением народной борьбы против колониальной националистической политики, насаждаемой царизмом в Туркестане. Это была борьба народа за независимость. Поражение не смогло затушить начавшиеся в массах свободолюбивые брожения. Восстание 1916 года. Русификация Туркестана как основа колониально-националистической политики к началу XX века все более усиливалась. Наглядным примером служит циркуляр генерал-губернатора региона от 31 октября 1911 года, в котором всем губернаторам областей предписывалось: местное население интересует нас в качестве материала для выполнения в будущем работ русских крестьян, поэтому необходимо впитать им в кровь почитание всех русских. Если кто-либо не пожелает подчиниться, то лишится земли и будет влачить нищенское существование, или же Россия распрощается с ними. Одной из основных причин восстания было массовое переселение крестьян из России и усиление произвола при их расселении. На кампанию переселения русских крестьян из центральных областей только за период 1896-1916 годов было затрачено 237 миллионов 310 тысяч 236 рублей. В 1916 году русским, составлявшим 6% населения Туркестана, было выделено 57,7% пригодных для возделывания земель. Что же касается местного населения, составлявшего 94%, то им было оставлено всего 42,3% земель. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, в котором принимала участие Россия, легла тяжким бременем на плечи бедствующего населения и без того угнетенного колонизаторским режимом. Трудности, выпавшие на все народы, не обошли и кыргызов. Они посылали на фронт деньги, одежду, лошадей для кавалерии. Указ царя от 25 июня 1916 года о привлечении туркестанских народов к военно-оборонительным работам мужчин с 19 до 23 лет вызвал волну негодования у людей, с трудом переносящих гонения на родной земле, унижение и двойной гнет. По велению царя предписано было мобилизовать по областям Туркестана: Сырдарьинской – 60 тысяч, Самаркандской – 32,5 тысячи, Ферганской – 51 тысячу, Джетысуйской – 43 тысяч человек. Доведенный до отчаяния колониальными притеснениями, народ был вынужден подняться с оружием в руках на открытую освободительную борьбу. Восстание, начавшееся 4 июля 1916 года в городе Хаджен Самаркандской области, быстро распространилось на Сырдарьинскую и Ферганскую области. В июльском восстании в Ферганской области активно участвовали и кыргызы. Жители Андижанского уезда в открытую отказались выполнять царский указ, уничтожали специальные мобилизационные списки, совершали нападения на представителей власти и царских чиновников. Горные кыргызы Каканского и Наманганского уездов тоже приняли активное участие в восстании. Восстанием в Наманганском уезде руководил Таласбай Алыбаев. Освободительное движение распространилось в долинах Китмен-Тюбе, Чаткала, Тогусторо. Восстание в Волжском уезде началось в начале июля со сходки у подножия Сулайман-горы. 10 тысяч недовольных людей. Острый характер носило Узгенское восстание. Уже к началу августа большая часть юга Кыргызстана была охвачена восстанием. Восстание на севере Кыргызстана характеризовалось особой остротой и динамичностью. Здесь оно проходило на уровне вооруженных столкновений с оснащенным современным оружием царскими войсками. Вместе с кыргызским народом в восстании приняли участие большинство проживавших в округе представителей других национальностей – казахи, уйгуры, дунгане и другие. Начальная сходка, в которой участвовали представители различных национальностей, живших в Джетысуйской области, проходила 10 июля в местности Каман-Каракай, близ Каркаринской ярмарки. На сходке было принято решение в армию людей не давать, если понадобится, с оружием в руках встать на борьбу против царской власти. Восстание, начавшееся в июле, в августе набрало силу. Одними из первых в Северном Кыргызстане на путь вооруженной борьбы встали кеминские кыргызы. Предводителем и ханом восстания был провозглашен Манап Мокуш Шабдан-Улу. Это было связано с укоренившейся в сознании людей традицией, когда нужно было выбрать хана или предводителя из среды феодальной верхушки.
Большинство родовитых людей, испытавших на себе притеснение колониальной политики, в трудное для народа время были на его стороне. 8 августа поднялось население близлежащих Токмоку аилов. 9 августа предводительствуемый Ибраимом Тюле-Улу небольшой отряд повстанцев устроил засаду на Сыкульском тракте и захватил обоз со 178 винтовками и более 30 тысячами патронов. В это же время повстанцы из властей Сары-Багыш и Атаке взяли в осаду село Новороссийское и казачью станицу Самсоновку. К середине августа восстание охватило 12 властей Пешпекского уезда, региона Иссыкуля и Таласа. В восстании активно участвовали и кыргызы Тенир-Тоо. Кочкорская долина стала центром восстания этого региона. Повстанцы подняли на Белом войлоке Болуша Каната Убуке-Улу и провозгласили его ханом-предводителем, дав клятву послушания. Хан с 3000 воинов, вооруженных 30-40 бердянками и фитильными ружьями, а в основном копьями и топорами, в начале августа через Шамшинский перевал спустился в Чуйскую долину. Войско Каната, рассыпавшись по Чуйской долине, подвергло резне окрестные русские села. Повстанцы вначале захватили Старый Токмок, а с 13 по 22 августа осаждали большой город Токмок. Однако, понеся большие потери от подоспевших из Верного и Ташкента 1600 русских солдат, повстанцы не удержались и вынуждены были отступить. Восстание в Иссыкульской котловине тоже отличалось большой остротой и напряженностью. Начавшись с 5 августа, уже через 5 дней оно охватило всю котловину и достигло Каркыры. Участвующие в каркыринских событиях кыргызы, казахи, уйгуры, дунгане разгромили на территории ярмарки более 500 магазинов и лавок. Объединенные силы кыргызов и дунган 11 августа штурмовали Каракол. 13-14 августа в числе восставших активно проявили себя сарт-калмаки, населявшие аилы Челпек и Борубаш. Подавление восстания – историческое значение восстания. Царское правительство, опасаясь распространения восстания по всему Туркестану, отозвало из действующей армии генерала Куропаткина и назначило его генерал-губернатором Туркестанского края. 17 июля 1916 года в Туркестане было введено военное положение. Приказом военного министра в округ было направлено 11 батальонов и 3300 казаков. Царское правительство уже к концу июня сумело подавить основные волнения в Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях. В Жетысуйской области обстановка по сравнению с вышеназванными районами была более сложной, так как на ее территории переселенцев оказалось больше и, следовательно, притеснение местного населения тоже. А вопросы воды и земли приобрели непримиримо острый характер. Восстание в Жетысу началось позже, когда в других областях оно уже было подавлено. Поэтому власти на подавление смуты в Жетысу бросили все карательные силы Туркестана. В подавлении восстания в Жетысу в общей сложности участвовало 6530 хорошо вооруженных военнослужащих Туркестанского военного округа, из них 1105 кавалеристов. Позже, по приказу военного министра, с фронтов Первой мировой войны дополнительно прибыли 2 казачьих полка, 240 конных разведчиков, вооруженных 16 орудиями и 47 пулеметами. Кроме того, еще до развертывания событий, как уже говорилось, 43% крестьян-переселенцев было вооружено. 15 августа 1916 года военный губернатор Жетысу Фильбаум дал указание организовать для подавления восставших конные и пешие дружины из числа русских крестьян. Чтобы повысить оперативность карательных мер против бунтовщиков, генерал-губернатор Туркестана Куропаткин 12 августа 1916 года отдал приказ о создании временных военно-полевых судов. Для русских войск не составляло большого труда подавить стихийно восставший народ, вооруженный вилами, косами, дубинами, дедовскими саблями, пистонными ружьями и лишь кое-где винтовками. Русско-казачьи отряды, отлично вооруженные, обученные военной тактике, с особой жестокостью и циничностью громили возникшие на территории Кыргызстана очаги восстания. В конце августа близ Каракола произошли последние крупные сражения между повстанцами и карателями. 21 августа около 4000 восставших двумя левым и правыми крылами несколько раз атаковали врага. В Тюбском сражении 28 августа участвовало более 7000 повстанцев. К сентябрю, если не считать мелких стычек с карательными отрядами, восстание было в основном подавлено. Царское правительство давало прямые указания безжалостно подавлять восставших, карать и уничтожать местное население, грабить и сжигать аилы. Переселенцам было разрешено восстанавливать потери, понесенные ими в результате восстания, за счет скота и имущества бунтовщиков. Военно-полевые суды безоговорочно приговаривали участников восстания к расстрелу и немедленно приводили приговоры в исполнение. Карательные отряды и помогавшие им крестьяне-переселенцы подвергали беспощадной резне не только повстанцев, но и принимавших участие в восстании мирных людей, стариков, женщин, детей. Например, свыше 500 кыргызов из села Беловодское по обвинению в участии в мятеже были заперты в сарай, а на следующий день зверски убиты.
То же самое произошло на Иссык-Куле в селе Теплоключенко. Там было убито около 500 человек, более 100 человеческих трупов брошено в речку Аксу. В городе Прижевальске из 700 местных дунгах в живых осталось только 6 человек. Спасаясь от геноцида и поголовного уничтожения, кыргызы в конце сентября начали беспорядочный исход в Китай, бросая родные земли, скот и имущество. Растерянных, разобщенных людей, несущих на себе нехитрый скарб и гнавших оставших от разграбления скот, настигали карательные отряды и дружины крестьян-переселенцев, подвергали издевательствам, грабежу и безжалостно уничтожали на месте. Исход пришелся на зимнее время. Многие бежавшие замерзали на заснеженных, покрытых льдом перевалах, сорвались в пропасти, умерли от голода. По китайским сведениям, из области Жетысу бежало 332 тысячи человек, из них 130 тысяч кыргызов. В восстании 1916 года погибло около 200 тысяч кыргызов. Население Северного Кыргызстана сократилось на 41,4%. Таким образом, национально-освободительная борьба кыргызского народа потерпела поражение и была жестоко подавлена. Однако, несмотря на неудачу, восстание имело большое историческое значение. Царское правительство встретило отпор со стороны местного населения. Люди различных национальностей стали понимать, что только объединенными усилиями можно бороться с национальным гнетом. Восстание 1916 года явилось не только крупным национально-освободительным движением в Кыргызстане, но и стало одним из самых значимых событий в общественно-политической жизни кыргызского народа. Наряду с кыргызами в восстании приняли участие и другие представители местных народов. Несмотря на поражение и жестокое подавление, восстание в значительной мере пошатнуло и ослабило колониальный режим в туркестанском регионе. Народные массы получили небывалый опыт борьбы за свободу. Эта борьба кыргызского народа за родную землю, справедливость и независимость стала одной из страниц истории Кыргызстана.